В Абхазском государственном музее в экспозиции выставлено большое количество экспонатов. Их могут увидеть все посетители музея. Однако нас интересовали невыставленные предметы из архива. И среди них мы увидели старую осыпавшуюся картину под названием «Сухум-Кале» русского художника-мариниста Льва Лагарио. Историю появления картины в музее нам рассказала главный хранитель фонда Любовь Авицба. Картина французского художника Лагарио попала к нам в музей 10 ноября 1966 года. Привез ее нам сотрудник Киевского государственного музея. Он считал, что это случайно попало к ним, и сдал нам. Картина 1873 года, называется она «Сухум-Кале». И действительно, это подлинник. К сожалению, мы не можем перечислить еще какие-то картины подлинно, которые говорят об Абхазии. И нам очень больно, что сегодня картина приходит в негодность. Мы знаем, что надо делать, мы знаем, что надо вывозить в российские центры, где занимаются реставрацией таких картин. Но в связи с сложностями на таможне мы можем вывести, но сможем потерять, не сможем вернуть обратно. Договоренности на то, чтобы эта картина была увезена и привезена в том же, как говорится, беспрепятственно, у нас, к сожалению, пока не удается. Возможно, мы не очень стараемся или просто сегодня такой возможности нет, но, к сожалению, вот мне, как главному хранителю, это пока не объяснили. Но я вижу, если еще лет 5 мы ничего не сделаем с этой картиной, мы ее просто потеряем. Она вот в каком она виде, вы сами, кто смотрит снимки эти, вы сами видите, в каком она уже состоянии. К сожалению, в условиях Абхазии отреставрировать нет возможности. Нет у нас специалистов, которые бы могли взяться, хотя мы очень давно обращались, искали, но, к сожалению, найти не смогли, кто бы нам это сделал. Картина известного мариниста Льва Лагарио, которая называется «Сухум-Кале» и хранится в фондах нашего музея, была написана в 1873 году. Причем очень интересно, что это место, с которого написана эта картина, было облюбовано художниками и использовалось неоднократно. Это вот примерно район сегодняшнего Пингвина, неподалеку от Сухумской крепости. Там писал свой Сухум-Кале Верещагин. Сам Лагарио написал несколько картин именно с этого места. И вот знаковыми там, конечно, является море, а Лагарио исполнял его великолепно, потому что оно всегда светилось, играло всеми красками, ну и небо, соответственно. Узнаются кое-какие здания на этих картинах Сухума того времени. Вот. Но сам Лев Феликсович Лагарио родился в 1826 году. Тяга к рисованию у мальчика проявилась очень рано, потому что, будучи 13-летним мальчиком, он уже попадает в мастерскую к известному маринисту Айвазовскому. И, в общем-то, оттуда начинается любовь к морю у Льва Лагарио. В 1850 году он блестяще оканчивает Академию художеств и большой золотой медалью и званием классного художника первой степени.
Вот эта такая особенность давала ему возможность поездки за границу, что, видимо, и тогда было очень сложно сделать. Но несколько раньше он попадает на Кавказ впервые. Попадает на Кавказ, его отправляют туда для написания тамошних видов. И вот оттуда начинается его любовь, которая продлится на всю его последующую жизнь и отразится во всех его полотнах. Он влюбляется в Кавказ точно так же, как и в Крым. И, в общем-то, все его работы связаны с этими вот точками земли. В 1861-63 годах Лагарио в составе свиты великого князя Михаила Николаевича, сына Николая I, императора, попадает на Кавказ. И участвует в борьбе против горцев, за что был награжден орденом Святой Анны третьей степени с мечами. Во время русско-турецкой войны 1877-79 годов, как и многие другие художники России того времени, он попадает на Кавказ в качестве корреспондента, попадает и продолжает работать, продолжает писать свои картины. И вот множество драматических событий того времени, драматических сцен отражаются в его картинах. Многие картины Лагарио до нас, до нашего времени, дошли без названий. Но рука мастера, она узнается сразу, и поэтому специалисты довольно, не могу сказать, что довольно просто, но достаточно достоверно понимают, что это именно эта картина. Нашу картину, которую мы вам представили сегодня, в интернет-пространстве найти невозможно, поскольку мы ее не выставляли. Поэтому полюбоваться этой картиной можно будет в сегодняшней передаче, а впоследствии и в экспозиции музея. Примечательно, что вместе с Львом Жемчужниковым и Александром Бейдеманом Лев Лагарио является одним из авторов портрета легендарного Козьмы Прудкова. Горы Кавказа навсегда пленили Лагарио, и впоследствии он неоднократно будет сюда возвращаться. Специалисты считают, что кавказские виды Лагарио отличаются глубоким изучением натуры и интересом к эффектам освещения. Особенно увлекала молодого художника контрастность густой тени и яркого свечения горной гряды в лучах солнца, остающегося за пределами картины. Подобный мотив, свойственный многим русским художникам середины XIX века, возник под влиянием знаменитой картины Айвазовского «Девятый вал», где пафос борьбы людей за выживание подчеркивается настоящим гимном солнцу, считают специалисты. К мотиву контрастности света и тени Лагарио обращался и позже. Критики отмечали, что для него не было второстепенных, ничего не значащих деталей, которые иные художники могли опустить. У Лагарио все написано точно, до мельчайших подробностей. На деревьях, особенно любимых художником линиях, выписаны самые мелкие листочки. Каменная кладка показана детально, до выбоин. Береговые утесы всегда фотографичны вплоть до разломов. Художника привлекало бледное утреннее освещение, создающее неожиданные, подчас едва уловимые эффекты, вроде случайно прорвавшегося из-за тумана солнечного луча. В его картинах присутствует нежная, одухотворенная поэзия, писали критики. Особенно они подчеркивали мастерство художника в изображении столь любимой им легкой морщинистости зеркальной водной глади. Лагарио стремился написать большую галерею приморских городов. Подобные картины всегда пользовались успехом у богатых заказчиков, строивших себе дворцы и дачи в разных уголках побережья и заходивших на своих яхтах в черноморские порты. Корабли, стоящие на рейде, дома, теряющиеся в дымке у подножия гор, уютные гостеприимные бухты выглядели нерукотворными визитными карточками черноморских городов.
В Абхазии имеется всего одна картина-подлинник известного художника-мариниста, но она находится под угрозой исчезновения. Она была представлена в довоенные годы в залах XIX века. Ну, собственно говоря, она к этому периоду и относится. И до войны ее можно было выставлять. А сейчас, после всего того, что она пережила, эти перемещения с нашего помещения в другое, возвращение и так далее, к сожалению, сегодня мы даже выставить ее не можем в том виде, в каком она сохранена на сегодняшний день. Но если нам помогут и смогут сделать так, чтобы множество есть возможностей такого рода, например, если мы не можем вывести, мы можем пригласить специалиста, который бы на месте это сделал. Но насколько мы это сможем сделать, мы будем очень стараться. Но получится ли это на нашем уровне, на уровне администрации музея и Министерства культуры, вряд ли. Это, наверное, все-таки должно быть вмешательство более высокого уровня вмешательства. Я считаю, что да, у нас много предметов, которые нужно реставрировать, но в первую очередь нам бы хотелось эту картину сохранить. Очень хочется верить, что будут предприняты все необходимые меры для спасения этой картины, и следующие поколения тоже будут любоваться игрой света и тени на знаменитой картине Лагарио «Сухум Кале».